Задача стоит, что градостроительный кодекс даже без привязки к апартаментам – это документ, который стране нужен и нужен достаточно давно, потому что застройка в республике идет. Здесь, кстати говоря, обращают внимание на то, что мы не должны трогать береговую линию. Береговая линия застраивается не один год, и она даже без принятия закона об апартаментах будет застраиваться. К сожалению, этот процесс остановить невозможно, если не вводить жесткие ограничения на застройку. А это очень сложный процесс, потому что люди уже получили разрешение на право пользования землей, все процедуры прошли, они строиться будут в любом случае. Поэтому законопроект о градостроительном кодексе, безусловно, будет прорабатываться, и мы будем просить депутатов парламента активно в этот процесс включаться, его принимать. Что касается кадастра, это действительно очень важный вопрос, он действительно играет очень важную регулирующую функцию, в том числе, в первую очередь, в вопросах землепользования, недвижимости и, безусловно, налоговой нагрузки, той, которая существует в действительности, а не та, которая формируется фактически, да, которую мы видим. Поэтому работа была начата с 2010 года, да, был перерыв почти в 4 года. Мы за 2 года дофинансировали это мероприятие за счет российской финансовой помощи. В текущем году все мероприятия должны быть завершены, и стоит задача с 2024 года, чтобы эта система начала работать. Парламент пошел навстречу, соответствующее законодательство было принято в этом году, поэтому сейчас правительство работает над подготовкой проектов нормативных актов правительства, которые должны быть приняты в рамках регулирования законодательных норм. Поэтому в этом процессе, в принципе, есть продвижение, и мы уверены, что этот вопрос будет решаться. Теперь, что касается важного вопроса, связанного с развитием территорий, так называемый генплан или схемы, да, развития территорий. Схема терпланирования была разработана еще в 2010 году. Мы сейчас в администрации районов направили соответствующую информацию для того, чтобы актуализировать те вещи, которые были в ней отражены. И если вы читали пояснительную записку к законопроекту об апартаментах, там как раз речь идет о том, что после принятия закона должна быть утверждена соответствующая целевая государственная программа, которая как раз должна определить зоны застройки с учетом того количества квот, которое будет предусмотрено законопроектом. И это как раз позволит уже в рамках реализации соответствующей принятой программы утверждать генпланы развития. Поэтому здесь синхронизация, она присутствует. Может быть, когда углубляешься, может быть, не сразу было видно, но я прошу обратить внимание, что все эти нормы здесь есть, поэтому я думаю, в этом смысле это не должно быть препятствием, так скажем. По аэропорту, самое главное, что подписано межправительственное соглашение. Значит, в рамках его уже обеспечения его реализации планируется в ближайшее время определить сторонами, а в данном случае правительство Республики Абхазия и правительство Российской Федерации должны утвердить порядок отбора, где будут определены четко технические, экономические, финансовые и качественные параметры и требования для того, чтобы инвесторы могли представить свои предложения. По результатам данного отбора будет определяться инвестор. Параллельно мы сейчас будем вести работу над разработкой, в принципе, сейчас уже она ведется, эта работа, это соглашение о государственно-частном партнерстве, которое будет очень четко отражать все обязательства сторон, в данном случае инвестора и государства, с целью реализации этого проекта. Самые главные ключевые требования – это, безусловно, сроки ввода в эксплуатацию, обеспечение своевременное финансирование инвесторам данного проекта и соблюдение тех норм, которые мы заложили. Это то, что полоса остается в государственной собственности, и аэродромная инфраструктура, соответственно, и, соответственно, технические требования непосредственно к самой полосе. Все это будет отражено в документах, они будут носить публичный характер. Но в рамках реализации инвестиционных программ с 2010 года очень большая работа проводилась, поэтому по линии водоснабжения в городе Гагры все вопросы решены. Единственное, сейчас мы немножко, проведем, так скажем, текущий ремонт водонасосных станций, которые были в 2010-2012 году запущены в связи с отсутствием эксплуатации.
эксплуатации в определенный период времени, там есть проблемы, поэтому нужно будет их отремонтировать, и они будут готовы к эксплуатации. Что касается, значит, водоотведения и канализации, тоже в рамках инвестиционной программы были реконструированы и построены канализационные насосные станции в Гагарском районе. Значит, мы в этом году завершаем строительство коллектора от Гагры до Пицунды, непосредственно в очистные сооружения. И в течение 2 лет, то есть 23-24 год, мы должны обеспечить ввод в эксплуатацию, значит, очистных сооружений, которые сейчас, на которых мы ведем работу непосредственно в Пицунде. Также планируется в Пицунде строительство канализационной насосной станции и коллектора на эти очистные сооружения. Мощность, которую там заложили, она заложена на перспективу, это 20 тысяч. То есть речь идет не о том, что мы покрываем потребности текущей Гагарского района и Пицунды, мы закладывали мощность на перспективу, поэтому финансированием обеспечены, проектно-сметная документация есть, работы ведутся. Я думаю, что эта проблема будет снята. В принципе, наши коллеги, которые нас поддерживают в этом вопросе с российской стороны, знают эти проблемы. Мы изыскиваем возможности решения этих вопросов. Аналогично и объекты энергетики тоже. На какие деньги это все строится? Пока строится все на российские деньги. И наша с вами задача, вот как мне кажется, да, здесь президент отметил, наверное, некорректно, что я после него это говорю, но тем не менее, без привлечения денег и без правильной тарифной политики у нас систему инфраструктуры не восстановить. Мы в 2013 году делали оценку стоимости расходов только на систему водоснабжения. Эта сумма в 2013 году составляла более 30 миллиардов рублей. А если мы не будем привлекать инвестиции, не будем стимулировать прирост денежной массы, мы за счет собственных средств дохода, как мы сейчас формируем доходную часть бюджета, исполняем ее с приростом 25-30%, мы в ближайшие 10-20 лет сами это не сделаем.